В республике появится приложение системы 112. С его помощью можно будет вызвать специальные службы без звонка. Человеку будет достаточно зайти в программу, нажать кнопку «СОС». Всю необходимую информацию система отправит за него. Подробности в материале Анастасии Чубаевой. Есть возможность как позвонить, так и отправить смс-сообщение. Приложение пока работает в тестовом режиме. Программа еще не поступила в свободный доступ, дорабатывается. Она сможет автоматически передавать информацию о том, кто попросил о помощи, вплоть до хронических заболеваний и группы крови. У нас представлена здесь карта с нашим местоположением, и у нас есть возможность как позвонить в систему 112 с этого приложения, так и отправить смс-сообщение с указанием адреса и координат заявителя. А также мы можем к данному сообщению прикрепить фотоматериалы и указать, какой тип происшествия с заявителем произошел. Не так давно заработала система «Гражданин-полицейский». Связаться со службой 112 можно и с помощью экстренных кнопок, вмонтированных в умной остановке. Отдел психологической поддержки, здравствуйте. Что у вас случилось? Да, говорите, конечно, вы можете все мне рассказать. Полная анонимность. Диспетчеры, звонившие, скорее всего, никогда не увидят друг друга вживую. Это и располагает тех, кто обращается за помощью и собирается открыть психологу душу. Работа такого специализированного диспетчера требует постоянного развития, рассказывает Ильяс Даукаев. И часто в его профессии помогает классическая литература. И на этой линии такова, то, что нужно работать над культурой своей речи. Вот, то есть где-то вспомнить Пушкина, где-то вспомнить Чехова. Работать именно над манерой говорить. Простые понятные слова, более древние слова, более привычные для восприятия человеку. Как Пушкин говорил, глаголом жги сердца людей. За прошлый год служба 112 приняла более 2 миллионов 200 тысяч звонков. Ежесуточно здесь работает 15 сотрудников. В каждой смене есть психолог. Операторы должны выслушать человека, записать данные и определить, какой службе перенаправить вызов. У людей научилась понимать полуслова, по интонации, человек взволнован или спокоен, с какой помощью обращаться, с каким звонком. Определенные навыки, я думаю, в нашей службе нужны, потому что человек с экстренным звонком, надо человека выслушать, понять, какая помощь ему требуется, куда он вызывает службу. Каждый диспетчер знает дежурные фразы на иностранных языках. Звонки от гостей из-за рубежа поступают во время проведения в Башкортостане международных мероприятий. Операторы уже готовятся к тому, что во время предстоящей летом фольклориады им придется чаще общаться с иностранцами. Сейчас в республике усовершенствуется программа «Безопасный город». Она будет состоять из различных подсистем, таких как мониторинг паводковой обстановки, ГЛОНАСС, видеонаблюдение, система оповещения населения и другие. Столь крупный проект сейчас внедрен лишь в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи. Оператор открывает вкладку и анализирует информацию. Например, сразу по системе геопозиционирования он определяет место, определяет возможные факторы опасные, определяет системы моделирования, определяет возможные сценарии развития. И для минимизации последствий он уже принимает решение на основе системного анализа с учетом всех неблагоприятных факторов. Многие подсистемы, которые в будущем будут объединены в безопасный город, уже функционируют. Например, «Эра ГЛОНАСС». Летом она сообщила службам о перевернувшемся автобусе с туристами в Архангельском районе. В транспорте было 40 человек. К сожалению, 6 из них погибли. Отдыхающие возвращались домой в Татарстан. Получив точные координаты, спасатели и медики смогли оперативно прибыть на место аварии и оказать помощь раненым. Анастасия Чубаева, Ильнур Ямагулов. Новости, Уфа.